Калашникова Татьяна Васильевна, учитель биологии Кабанбайской средней школы номер 1 с дошкольным мини-центром. 5 класс. Естествознание. Тема урока – компоненты экосистемы. Цель обучения – определять компоненты экосистемы. Каждый живой организм чувствует себя как дома только там, где он находит все условия для жизни – пищу, тепло и свет, защиту от врагов. Акула чувствует себя комфортно в море, кактус в пустыне, волк в лесу. Это является их домом. Но каждый отдельный организм не может существовать самостоятельно. Ему нужен источник пищи, ему нужна территория, свет и тепло. Такое существование полезно всем и помогает выжить каждому отдельному виду. Совместно обитающие организмы и участок Земли, где они чувствуют себя как дома, вместе образуют экологическую систему или просто экосистему. Каждую экосистему населяют свойственные ей обитатели. Посмотрите внимательно на экосистему леса. Для нее свойственны только ей растительные организмы, которые в основном представлены хвойными и лиственными породами. Также ей свойственны только ей хищники, травоядные животные, насекомые. Для экосистемы пруда свойственно также только ей живые организмы. Это и различные виды рыб, насекомых, это и различные виды водных растений, а также прибрежных растений суши. Также свойственны ей только насекомые и птицы, и многие другие организмы. Даже для экосистемы пустыни с ее немногочисленным разнообразием есть организмы, свойственные только ей. Термин «экосистема» был предложен одним из первых экологов, британским ботаником Артуром Тенсли в 1935 году. Я прошу вас, ребята, запомнить и записать определение экосистемы. Экосистема – это сообщество живых организмов, находящихся в определенных условиях с неживой природой, между которыми происходит обмен энергией. Каждая экосистема имеет свои структурные компоненты, которые в свою очередь делятся на абиотические и биотические. Абиотические – это неживые компоненты экосистемы. К ней относятся воздух, вода, горные породы, почва. Биотическим, то есть живым структурным компонентам относятся 3 группы живых организмов. Это производители, потребители, разрушители. Производители – зеленые растения, которые способны усваивать, используя энергию солнечного света, преобразовывать ее в полезные для себя органические вещества. Потребители – это растительноядные и плотоядные животные, которые не способны самостоятельно создавать себе органические вещества и используют готовые. И третья группа – это разрушители, к которым относятся бактерии, грибы, личинки насекомых. Данная группа перерабатывает мертвую органику, то есть отмершие растения, трупы животных, и в результате их деятельности органические вещества превращают в минеральные, которые впоследствии используются производителями, то есть при этом происходит круговорот веществ в природе. Посмотрите внимательно на данную презентацию. Все компоненты экосистемы находятся в тесной взаимосвязи. Представьте, если бы у растения удалили корень, оно бы погибло, а если бы у часов удалили какую-то деталь, они бы перестали работать и показывать нам время. Также и в любой экосистеме. Если мы удалим какой-то компонент, экосистема со временем разрушится и погибнет. А теперь давайте с вами рассмотрим вопросы, которые я приготовила для закрепления.
Первый вопрос, на который вам будет необходимо ответить. Сможет ли существовать экосистема, которая состоит из зайцев, волков и бабочек? Прошу вас ответить на данный вопрос и дополните его таким ответом. Почему вы так считаете? Второй вопрос. Что произойдет с экосистемой леса, если исчезнут производители? И также, почему вы так считаете? Домашнее задание. Домашнее задание представлено в следующем виде. Вам необходимо будет внимательно рассмотреть данную иллюстрацию, изучить представленные живые организмы на ней и, используя таблицу, распределить эти живые организмы в соответствующие графы, то есть производителей, потребителей и разрушителей, по вашему мнению, вы записываете в каждый из необходимых столбцов. Все выполненные работы я прошу сфотографировать и отправить мне на электронную почту или WhatsApp. Для получения более полной информации по данной теме я предлагаю вам пройти вот по данной ссылке, где вы сможете более глубже изучить данную тему. Спасибо за внимание.